Ярославск. Доброе утро, уважаемые друзья. Нас так много сегодня. После вчерашнего шикарного, да, гала-ужина и с музыкальным сопровождением. Я хочу еще раз поприветствовать всех вас, остальные, наверное, подтянутся еще. От имени торговской стороны, от имени торговой промышленной палаты, от себя лично хочу всех поблагодарить, особенно наших гостей, которые приехали, его уже третий день, даже четвертый день, очень бурно обсуждаем наши взаимоотношения. Были в первый день вопросных чтений, где уже мы обсуждали не только экономические, но и социальные, глобальные, гуманитарные вопросы. Последние 2 дня идет у нас экономические наши взаимоотношения. На таких площадках, я думаю, надо немножко изменить формат и не просто говорить дежурные слова, а надо обсуждать проблемы, вызовы, которые на текущий момент есть, и пути решения для того, чтобы мы могли потом предлагать нашим государственным органам, правительству, чтобы какие-то вопросы могли бы решаться. Вот у нас на сегодняшний день, если исходить из точки зрения экономических вопросов, 3 большие проблемы. Первое, конечно, это регулирование, технические регламенты, есть очень много нетарифные, которые принимают правительства, которые, то есть страны, которые входят в Евразийский экономический союз, и они иногда мешают. Я вот как в первый день говорил, учители свободы, они должны были работать, к сожалению, не будут работать они, если каждая страна будет вводить какие-то новые нормы, которые не прописаны в союзном договоре. Если мы говорим о взаимоотношениях между Россией и Кыргызстаном, в любом случае все частные вопросы будут сталкиваться в общие вопросы. Общие вопросы это Евразийская экономическая комиссия, договор и все положения, которые прописаны там. Поэтому я думаю, что нам надо в этом отношении заострять внимание и говорить нашим правительствам, чтобы они такие вопросы снимали. Вторая – это логистика. Логистика, вроде все должно быть движение свободное, но, к сожалению, то, что решения, которые принимают правительство, не мешают. В частности, чтобы попасть в Россию, мы должны делать транзит. Летать не все могут товары, а проехать у нас возникают достаточно большие проблемы. Иногда скапливаются автомобили, грузы, которые достигают до 1000 автомобилей. Это вот вторая проблема. И на сегодняшний день выходит на первую проблему, это наши, как раз мы тут озвучили, на севере, как раз у нас в парламенте занимается, это швейник, это Вайберс. Уже год и насчитывается огромное количество. У нас, знаете, да, около 500 000 наших граждан работает в этой области. Они обеспечивают очень большой рынок труда, где наша работает. И на сегодняшний день они столкнулись с очень большой проблемой, и это тоже без взаимной договоренности мы не сможем решить. Я обозначил 3 проблемы, я надеюсь, что в рамках этого будут разговор и наш диалог. Хочу особо поблагодарить коллегу Владимиру Васильевичу, вам большое спасибо. Вы очень активны, вы председателем с вами, Изавину,
с российской стороны, я думаю, что будет у вас тоже возможность доносить до соответствующих государственных органов те проблемы, которые будут с вами сегодня обсуждать. И, конечно же, Международная палата Российской Федерации, среди наших энергов, кто сидит, тоже передадите, наверное, у вас тоже есть свои каналы, которые вы будете говорить. Спасибо вам и желаю хорошей работы. Спасибо большое, за взгляд текущего состояния наших отношений и обозначенные приоритеты. Теперь для